В 2023 году, 12 апреля, отмечался юбилей. 200 лет со дня рождения великого русского драматурга Александра Николаевича Островского. Его литературное наследие изучали и будут изучать еще много лет, а его пьесы на российских сценах уже 170 лет. Жестокие нравы, господа, в нашем городе, жестокие. В мещанстве вы ничего, кроме грубости до бедности нагольной, не увидите. И никогда нам не выбиться из этой коры, потому что честным трудом никогда не заработать нам больше насущного хлеба. А у кого деньги, тот старается бедного закопать, чтобы на его труды дорогие еще больше денег наживать. А между собой никак живут, торговлю друг друга подрывают, и не столько из корысти, сколько из зависти. Враждуют друг на друга, залучают свои высокие хоромы пьяных приказных, таких, что и обличие человеческое истерено. А те им за малую благостыню, на гербовых листах злостные клявы застойщик на ближних. И не чтется у них суд до дела, а они еще и рады этому. Того только им и надобно. Я, говорит, потрачусь, да уже ему станет копейку. А уж про семейную жизнь и говорить нечего. Здесь что вышла замуж, что схоронили, все равно. Если ты хочешь мать послушать, так ты как приедешь туда, сделай так, как я тебе приказывала. Когда же я, маменька, вас ослушался? Не очень-то нынче старших уважают. Не уважишь тебя, как же? Что вы, маменька? Кажется, маменька, от вашей воли не на шаг. Поверила бы я тебе, мой друг, как бы своими глазами не видала, да своими ушами не слыхала, каково теперь родителям почтение детей-то. Я, маменька. Если родительница что и обидное по вашей гордости скажет, так я думаю, можно было бы и перенести. Да когда же я, маменька, не переносила от вас? Мать стара, глупа, ну а вы умные люди, не должны с нас, дураков, и взыскивать. Ах ты, Господи, маменька, что вы, помилуйте. Ведь от любви родители и бронят на вас. От любви они пытаются вас добру научить. Все думают, почему они такие злые бывают. От любви все. Нечто, маменька, кто говорит? Не слыхала, лгать не хочу. Уж как бы я слышала, я бы с тобой не так заговорила, мой милый. Отсохни язык. Я уж давно вижу, что тебе жена милее матери. Где же вы, матушка, это видите? Да во всем, мой друг. Чего мать глазами не увидит, так у нее сердце вещун. Она сердцем может чувствовать. Да нет, маменька. Помилуйте. Да что? Да для меня, маменька, все. Что? Знаешь, что ты. Да и Тихон тоже тебя любит. Ты бы, кажется, могла и помолчать, коли тебя не спрашивают. Что ты выскочила, глаза-то повелить? Нашла место наставления читать. Что и людям, что без людей. Я все одна. Ничего я себя не доказываю. Да я бы тебя говорить не хотела. А так, к слову пришлось. Да хоть и к слову, за что ж ты меня обижаешь? Уж и обиделась она сейчас, экая важная птица. А напрасно-то терпеть, кому ж приятно? Думайте, как хотите. На все есть ваша воля. Какой ты муж после этого, ну? Станет ли жена бояться тебя? Так зачем же ей меня бояться? Как зачем бояться? Как зачем бояться? Да ты рехнулся, что ли? Если она тебя бояться не будет, то меня-то подавно! Да я, маменька, и не хочу своей волей жить. Лишь своей волей жить. Ты хочешь все с милой женой, да? С лаской хочешь, да? Хоть любовника заводи. И это, по-твоему, тоже ничего? Дурак ты! Сохрани, Господи. Домой я иду. А мы только сейчас пойдем по бульвару еще. Только не опаздывайте. Знаешь, как я не люблю этого. Нет, что вы, сохрани меня, Господи.
Вот видишь ты, вот всегда мне за тебя достается от маменьки. Да чем же я-то виновата? Кто ж виноват? Я уж не знаю. Где тебе знать? То все приставало, женись да женись, я бы поглядела на тебя, на женатого. А теперь поеду мне, проходу не дают, все за тебя. Так не что она виновата. Мать на нее нападает, и ты тоже. А еще говоришь, что любишь жену. Толкуй тут! Знай свое дело. Молчи, коли уж лучше ничего не умеешь. Что стоишь, переминаешься? Ну а что? Известно что, Савелу Прокофьевичу выпить хочется. Что, не так, что ли? Угадала, брат. Ты тише скорее приходи, а то маменька опять границы ставит. Ты проводи так, а то знаешь ведь, Уж как не знать-то? нам тоже неохота из-за тебя брань принимать. Я бегом подождите. Так ты, Варя, жалеешь меня? Разумеется, жалко. Так ты, стало быть, любишь меня? Да что ж мне тебя не любить-то? Ну, спасибо тебе. Ты милая такая. Я сама люблю тебя до смерти. Знаешь, что мне в голову пришло? Что? Отчего люди не летают? Я говорю, отчего люди не летают так, как птицы? Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела. Да ведь и у нас то же самое. Да здесь все как будто из-под неволи. А какие сны мне снились, Варенька, какие сны. Какие? Я умру скоро. Полно? Что ты? Нет, я знаю, что умру. О, девушка, делается что-то недоброе со мной. Чудо какое-то. Лезет мне в голову, мечта какая-то. И никуда я от нее не уйду. Только не с мужем. Ах, Варя, грех у меня на уме. Ведь это нехорошо, Варенька. Ведь это страшный грех, что и другого люблю. За что мне тебя судить-то? У меня свои грехи есть. Вот погоди, завтра братец уедет, может быть, и видеться можно будет. Да если я с ним хоть раз увижусь, я убегу из дома. Я уж не пойду домой, ни за что на свете. А что за охота сохнуть-то? Хоть умирай с тоски. Как же, дожидайся. Что это ты кум бродишь так поздно? А кто же мне запретит? Кто запретит? Кому нужна? Ну и, значит, нечего разговаривать, что я поначалу что ли кого? Какого еще черта водяного? Ты не очень-то горло распускай. Найди подешевле меня, а я тебе дорога. Ступай своей дорогой, куда шел. Постой, кума, не сердись, а меня с самого утра рассердили. Так чем же тебя рассердили? Должно быть, денег попросили. Точно сговорились проклятые, то тот, то другой, целый день пристают. Давеча Городничего встретил, к нему мужички пришли жаловаться, что я из них путем не рассчитал. А я ему и говорю, стоит ли ваше высокоблагородие нам с вами о таких пустяках разговаривать. Нет над тобой старших, вот ты и куражишься. А что это ты нарочно себя в сердце приводишь? Это, кум, нехорошо. Как так, нарочно? Так я видал, я знаю. Ты как увидишь, что как у тебя чего-нибудь попросить захотят, ты нарочно на кого-нибудь из своих напросишься, чтобы рассердиться, потому что знаешь, что тебе сердитому никто уж не подойдет. Вот что, кум. Ну что ж такое, кому своего добра не жалко? Ну что ж, кум, да иди закуси, чем Бог послал. Пожалуй. Я теперь гулять пойду. В саду за малиной есть калитка, а ее маменька запирает на замок, а ключ прячет. Я его взяла, а ей подложила другой, чтоб не заметил. Вот, держи, может быть, понадобится. Ну что, не надо?
Если увижу Бориса, так и скажу, чтоб к калитке приходил. Ну что ты затеяла-то, греховодница? Можно ли это что-то? Тебе не надо, а мне понадобится. Держи, не укусит от тебя. Ну, я долго разговаривать не люблю. Пойду я. Вот, Маргарита, вот она. Бросить его, далеко в реку кинуть, чтоб никогда не нашли. А мне руки-то жжет, точно уголь. Вот так-то и гибнет наша сестра. В неволе-то кому весело. Ох, как горька-то неволя-то. Как бы не свекровь. Сокрушила она меня. Бросить его, разумеется, надо бросить. Кто-то идет. Нет, никого. О, Господи, что я так испугалась-то? И ключ спрятала в год. Ну уж там ему и быть. Видно, того судьба сама хочет. Да какой же в этом грех, если я взгляну на него раз, хоть издали? Да кого я обманываю? Мне хоть умереть, да увидеть его. Перед кем я притворяюсь-то? Бросить ключ? Нет, ни за что на свете. Будь что будет, а я Бориса увижу. встреча после бала. Это вы, Катерина Петровна? Как бы вы знали, Катерина Петровна, как я люблю вас. Уходи от меня. Ты знаешь ли, мне не замолить этого греха, ведь он камнем ляжет на душу, камнем. Прошу, не гоните меня. Зачем? Ты моей погибели хочешь? Нет. Как я могу хотеть вашей погибели, если я люблю вас больше самого себя? Ну как же ты не загубил меня, коли я, бросивший дом, ночью иду к тебе? Нет у меня своей воли, твоя теперь воля надо мной. Разве ты... Коли я для тебя греха не побоялась, побоюсь ли людского суда? И то, доплакаться
Еще успею на веселье. Ишь, все небо обложило. Это глаза даром не пройдет. Ты уж молчи. Ты уж молчи, так что ты мучаешься в самом деле? Встань в сторонке, да поманись. Легче будет. Умираю! Гиена огненная! Все сердце изорвалось! Больше не могу терпеть! Тихон, матушка, грешна я перед Богом и перед вами! Не я ли клялась тебе, что не взгляну ни на кого без тебя? Помнишь? Помнишь? А знаешь ли, что я беспутно без тебя делала? Первую же ночь я ушла из дому. Не надо, матушка здесь. Брось ее! С кем? Врет она сама не знает, что говорит. И все это 10 ночей я гуляла С кем? с Борисом Григорьевичем. Говорила я тебе, сынок, а ты снова не слушался меня. Куда ты воля ведет? Вот и дождался. Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела. Пап.